Здравствуйте, меня зовут Львова Дана Яковлевна, я ученица 11 Б класса, школы номер 29 города Якутска. Хочу представить свой проект на тему исследования возможностей применения солнечных электростанций в условиях севера. Итак, целью исследования является изучение возможностей эксплуатации солнечных электростанций, задачи выполнить обзор силовых технологий и анализ силового вспомогательного оборудования. Главное – разработать технико-экономическое обоснование. Новизной исследования является само исследование возможностей внедрения и эксплуатации солнечных электростанций на территории севера. Итак, в настоящий момент активно внедрены солнечные электростанции в целях обеспечения экономии топлива и снижения вредных веществ в атмосферу. Вообще солнечная энергетика является наиболее материалоемким видом производства, зато она очень экологична. На данном слайде представлено изображение солнечной активности на территории России. Как мы видим, значительная часть территории Республики Саха-Якутия входит в зону Арктики, а именно в период полярных ночей, когда солнце вообще не поднимается над горизонтом. Это очень важно. Существует три вида солнечных электростанций – сетевая, автономная и гибридная. Наиболее удобной, универсальной и эффективной является гибридная, потому что позволяет использовать электроэнергию даже в отсутствии солнечной активности. Здесь представлены технологии в области гелиоэнергетики. Для реализации данного проекта за основу были взяты оборудование от компании Delta и Лиотех. Это монокристаллические панели, контроллер заряда вида МППТ, силовой инвертор и литий-ионные аккумуляторы. Данная таблица представляет из себя характеристики потребления электроэнергии на примере объекта агропромышленного комплекса. То есть объем суточного потребления электроэнергии составляет около 25 кВт в час. После подбора оборудования были проведены расчеты затрат на проект. Это затраты на оборудование с учетом 20% НДС, около 210 тысяч рублей. Расчет затрат на солнечную электростанцию 450,5 тысяч рублей. Прибыль от экономии топлива за счет бензогенератора 244 тысячи рублей. И расчет окупаемости проекта около 3 лет. Здесь мы видим на графике, что срок окупаемости около 3 лет при чистом дисконтированном доходе в 158 тысяч рублей. Итак, заключение. В результате исследования были выполнены обзор силовых технологий и анализ силового и вспомогательного оборудования. Самой универсальной, эффективной из солнечных электростанций является гибридная. Лучше брать монокристаллические панели, из контроллера контроллер вида МППТ, а из аккумуляторов литий-ионные. В результате исследования было разработано технико-экономическое обоснование. Расчеты помогли определить затраты, прибыль, а главное – окупаемость данного проекта, что составило около 3 лет. Здесь можно видеть рецензию на данный проект от ведущего инженера отдела электроэнергетики и контакты. Спасибо за внимание.